Говорят, что в Газе повреждено или разрушено 70% зданий. Вот вам простое упражнение. Если в Газе проживает 2 миллиона человек, и 70% зданий повреждены бомбами, то следовало бы ожидать, что по меньшей мере половина жителей Газы погибнет. Следовало бы ожидать, что погибнет 1 миллион человек. Но по данным Хамас, с начала 7 октября погибло 50 тысяч человек. Примерно так. Знаете ли вы, сколько людей погибло в Сирии всего за один 2014 год? 109 тысяч. Верно. То есть в Сирии погибли сотни тысяч человек. А в Израиле гораздо меньше, несмотря на то, что было сброшено огромное количество бомб, несмотря на то, что город был сильно застроен. И это потому, что Израиль старается не убивать мирных жителей. Если бы они пытались убивать мирных жителей, вы бы увидели 1 миллион погибших. И слава Богу, машаллах, слава Богу, что это не то, что мы видим. Вы мусульманин? Он сионист, бро. Вы мусульманин или как? Повторяйте за мной. Я мусульманин. Муса. Ты можешь сказать, все в порядке, мы можем это сказать. Вы можете это сказать. موسى رسول نبينا موسى صح؟ لا ايه عادي ما بقى بيحكي اذا هي انبياء. Ладно, что вы пытаетесь тут доказать? والله I don't know, bro. Ну, я вижу, как люди относятся к евреям. Hey, sick, yeah? Нет, я хочу продолжить разговор. Итак, кто вы на самом деле? Вы за Палестину? Сионист. Я из Израиля. Почему вы говорите «Альхамдулилля»? Почему я говорю «вся хвала Богу»? Хорошо, какому Богу? الله سبحانه وتعالى Вы мусульманин? لا 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 موسى رسول الله يهودي Ладно, послушайте, вы молитесь Аллаху, и вы сионист. Да. Как именно это работает? Потому что в Коране... Сколько мусульман есть в мире? 2 миллиарда. 2 миллиарда, он прав. Ты получаешь 5. Он сдал экзамен. 2 миллиарда. Я думаю, что он мусульманин, посланник Аллаха. Он внимательно слушает лекции в медресе. Итак, в мире 2 миллиарда мусульман и 15 миллионов евреев. Умма предприняла более 5 попыток уничтожить Израиль. И каждый раз Израиль одерживал победу. Во время Первой войны 5 арабских армий вторглись в Израиль. А израильтяне были очень слабы. В основном это были выжившие в Холокосте и беженцы из мусульманского мира. У них было по одной винтовке на каждых 3 человека, и они разгромили мусульманские армии. Знаете, чему мы научились из этого? الله سبحانه وتعالى Благословляет и защищает еврейский народ. Он хочет, чтобы Израиль существовал, иначе бы мы не продолжали побеждать. Почему пророк Мухаммед, мир ему, сражался с евреями и выгнал их из Мекки? Об этом вам лучше спросить Мухаммеда. Но в этом-то все и дело. Вы нас выгнали? Нет. Бог, Аллах, сказал ему, что евреи его враги. Это он так сказал. Но если бы Бог это сказал, то я последовал бы за Мухаммедом. Я был бы мусульманином, но я иудей. У нас нет такой традиции. Все, что мы знаем, это то, что мы жили в Хиджазе, а потом вы нас выгнали. Ладно, хорошо. Один вопрос. Вы живете в Израиле, верно? Да, раньше я жил в Великобритании, но сейчас живу в Израиле. Хорошо. Вы сейчас живете в Израиле. Какова ваша точка зрения на... Не на Израиль, на Палестину? Почему их убивают и все такое? Я хочу знать вашу точку зрения, потому что я слышал много мнений от других людей. Поэтому я хочу узнать это от человека, который видит все своими глазами. Я отвечу вам прямо. Я хочу мира. И каждый израильтянин, которого я знаю, хочет мира больше, чем вы можете себе представить. Однако 7 октября, когда они вошли, Хамас, они пришли и убили наших женщин. Они убили наших детей. Они похитили людей, переживших Холокост. Они похитили младенцев. И если мы будем действовать решительно, этого больше никогда не повторится. И что же нам делать? Мы должны были начать войну с сектором Газа. Мы должны были начать войну с Хамасом. Но мы хотим сохранить гражданское население. Мы не хотим убивать невинных. Мы не хотим убивать женщин. Мы не хотим убивать детей. Мы не хотим убивать стариков. Так что же произошло? Что произошло? Хамас построил... Ребята, вы сейчас в Лондоне? Да. Они построили сеть туннелей по размерам, превосходящую лондонское метро, под больницами и мечетями, и они перенесли войну в жилые районы. Газа — одно из самых густонаселенных мест. Здесь есть гражданские лица, большие семьи, очень мало земли.
Большинству населения еще нет 18 лет, поэтому большинство из них молоды. И Газа привела войну к их порогу. Извините, Хамас привел войну к их порогу. И Израиль сделал все, чтобы попытаться сохранить жизнь гражданского населения. Израиль предоставил Газе почти 2 миллиона тонн гуманитарной помощи, что больше, чем любая другая страна когда-либо получала во время войны. Были разбросаны миллионы листовок по окрестностям, призывая мирных жителей покинуть их, потому что надвигалась война. Были сделаны миллионы телефонных звонков, предупреждая о разрушении зданий. Были созданы гуманитарные коридоры, чтобы люди могли спастись и попасть в безопасные районы. И вы видели фотографии. На фотографиях такое впечатление, что смерть повсюду. Это ужасно. И вы видели, как разрушается здание за зданием. Вы видели фотографии. Их видели все. Да. Говорят, что в Газе повреждено или разрушено 70% зданий. Вот вам простое упражнение. Если в Газе проживает 2 миллиона человек, и 70% зданий повреждены бомбами, то следовало бы ожидать, что по меньшей мере половина жителей Газы погибнет. Следовало бы ожидать, что погибнет 1 миллион человек. Но по данным Хамас, с начала 7 октября погибло 50 тысяч человек. Примерно так. Знаете ли вы, сколько людей погибло в Сирии всего за один 2014 год? 109 тысяч. Верно. То есть в Сирии погибли сотни тысяч человек, а в Израиле гораздо меньше, несмотря на то, что было сброшено огромное количество бомб, несмотря на то, что город был сильно застроен. И это потому, что Израиль старается не убивать мирных жителей. Если бы они пытались убивать мирных жителей, вы бы увидели 1 миллион погибших. И слава Богу, машаллах, слава Богу, что это не то, что мы видим. К сожалению, были убиты дети. Слишком много. К сожалению, погибло слишком много женщин и стариков. Но лично я виню Хамас в каждой из этих смертей за то, что он принес войну в их дома. Вот мой честный ответ. Но, иншаллах, наш народ обретет мир. Могу я задать вам вопрос? И в Иудее снова воцарится мир. Могу я задать вам вопрос? Да. Когда началась война? На самом деле, война началась в 20-х годах. 1928. 20-е годы. Итак, евреи были, евреи всегда жили на этой земле. Но когда мы начали пытаться создать государство, мусульмане-экстремисты, такие как Хаджиме Аль-Хусейни, начали воевать с евреями и убивать евреев на этой земле. Произошла резня в Наби-Мусе. Также была резня в Тель-Хае и была резня в Хевроне, где мусульмане-экстремисты вырезали еврейские общины. И с этого момента, вплоть до 7 октября, все, что мы видели в этой стране, это смерть. И мы, халас, с нас хватит. Мы больше не хотим смертей, которые нам предлагают. Хорошо, насколько я знаю, война началась в 1948 году. Когда мы обрели независимость. Да, когда Израиль обрел независимость. Затем Израиль начал отбирать земли у Палестины и делал это с помощью Америки. Но я также слышал, что израильтяне до 1948 года, когда они были в Америке или в Европе, да, они были в Европе, и Европа сказала им переезжать в Палестину и начинать захватывать землю. Захватывать землю и начинать добиваться своей независимости там. И с тех пор они заняли самые влиятельные и важные места в стране и начали отнимать земли у Палестины до сих пор. Вот что я слышал. Давайте я дам вам урок настоящей истории. В 1948 году вы говорите о Первой войне. Да. У арабов было лучшее оружие в мире. Почему? Потому что они были вооружены англичанами. Британцы, арабский легион, который был армией Иордании, был обучен и возглавлялся британскими офицерами. У них было британское оружие. А у евреев не было поддержки. У них не было поддержки со стороны Америки. У них была одна винтовка на 3. На каждых 3 солдат приходилось по одной винтовке. И некоторые из этих солдат были девушками. Остальные были беженцами, пережившими Холокост. И несмотря на это, они победили своих врагов. И как можно это объяснить? Как можно объяснить, как кучка беженцев с одной винтовкой на 3 разгромила 5 арабских армий, которые были вооружены британцами и обучены лучшими вооруженными силами в мире на тот момент? Единственное, как вы могли бы это описать и объяснить, это то, что Аллах, субханаллах, защитил еврейский народ. На все воля Аллаха. Кто нарушил режим прекращения огня? Который? Самый последний?
Да, самый последний. Хамас не захотел освобождать заложников. Они должны были освободить заложников, но они этого не сделали. И Израиль сказал: если вы не освободите заложников, то перемирия не будет. Вы возвращаете нам всех людей, которых вы похитили, и мы позволим гуманитарной помощи войти. Мы освободим заключенных, но вы должны освободить заложников. А если нет, то будет война. И она возобновилась. Кстати, завтра война может закончиться. Все может закончиться завтра, если Хамас будет распущен и заложники будут освобождены. Хорошо, я понимаю. Но сколько там солдат? Палестинские солдаты по сравнению с израильскими солдатами. Дело не столько в количестве. У Израиля гораздо более мощная армия, чем у Хамаса. На 100% мы являемся одной из самых мощных армий в мире. Хорошо, ну да, я понимаю это. Но как израильские силы не могут пойти, чтобы... Чтобы спасти заложников? Да, почему они не могут этого сделать? Это потому, что Хамас планировал это годами, и они построили такую сложную сеть туннелей. Мы не знаем, где находятся все туннели. У нас есть хорошее представление о том, где находятся некоторые из них, но они построены таким образом, что если мы войдем, то почти наверняка заложники будут убиты, а Хамас сбежит. И поэтому очень трудно просто пойти и спасти заложников. Мы спасли некоторых, но большинство из них, к сожалению, не были спасены. Но это потому, что Хамас планировал это годами. Хамас не идиоты, они представляют собой очень мощную военную силу. Ну все. В любом случае, было приятно познакомиться. Откуда вы оба, кстати? Я знаю, что вы сейчас в Великобритании. Сирия. Мы из Сирии. Значит, вы в курсе. Вот что должно угнетать каждого сирийца. Да. Весь мир скорбит о том, что происходит в Газе. Миллионы людей на каждой улице, в новостях, на первых полосах. Где бы они ни находились, в любой стране говорят о Палестине. Да. Палестина. Но 500 000 сирийцев. Запад едва обратил на это внимание. Да, конечно. Где они были тогда? Буквально миллиарды долларов были переданы палестинцам. Что было передано сирийцам? Ничего. Почему жизнь сирийцев не стоит и малой доли того, что значит палестинец для всего мира? А теперь я приведу вам пример. В Ярмуке, когда палестинцев выгоняли из Ярмука, вы видели, как они бежали? Да. Да, и в Великобритании была акция протеста. 150 000 палестинцев были вынуждены бежать из Ярмука в Сирии. Вы знаете, сколько людей вышло на акцию протеста по этому поводу в Лондоне? 5. И я был одним из них, как еврей. И вот, когда Израиль воюет с палестинцами, вытесняя палестинцев, воюя с палестинцами, весь мир жертвует миллиарды долларов. Это новости на первых полосах. Когда Башар Асад убивает, или когда какая-либо из воюющих там группировок убивает сирийских гражданских лиц, женщин, детей, представителей меньшинств, это никого не волнует. Так что если бы я был сирийцем, я бы спросил, почему моя жизнь не стоит и малой доли того, что значат палестинцы для остального мира? Да, ты прав.